не желаю добра. Тем, кто знает наизусть, Хорошо, большое спасибо вам, благодарю вас. Ну хорошо хоть. Ага, Ждем, молодцы. Главное, в настроении вы были. 900 дней героического Черная мая. Хорошо, правильно. 556-го полка, третий ударный. Я в Россию домой хочу, я так давно. Егор Афанасьевич, с праздником! Скажите, пожалуйста, вот вы встречались перед праздником с ветеранами. Довольны они жизнью? Все хорошо или еще что-то надо сделать? Ну, достаточно серьезные разговоры были с ветеранами, когда я непосредственно встречался и когда в коллективной встрече. И, во-первых, меня интересовало по тем ветеранам, которые они одинокие, которые живут сами по себе. И при этом я спрашивал, какие проблемы, какие вопросы их волнуют. И мне очень было приятно то, что, во-первых, они все обеспечены жильем, этим они очень довольны. Во-вторых, они очень благодарны нашим социальным службам, потому что те или иные люди, которые закреплены за этими ветеранами, они очень ответственно относятся и за ними следят, и ухаживают, и помогают им по жизни. Поэтому мне, конечно, было приятно это слушать. А с другой стороны, они обеспокоены той политикой, которая сегодня происходит на Украине, потому что они люди бывалые, они люди понимающие, и то, что нагнетается политическая, антироссийская ситуация на Украине посредством подключения других стран, западных и так далее, их, конечно, очень беспокоит. Они все-таки прошли войну и пытаются понимать, что происходит, и при этом надеются, чтобы не было войны, не было противостояния, не было, в принципе, жертв. Вот этого они желают и, конечно, просят, чтобы мы сделали возможность, чтобы всегда в России был мир, согласие. Вот это я почувствовал. Скажите, пожалуйста, будет ли принят закон о дети войны? Да, ну этот вопрос достаточно актуальный, потому что дети войны, они сегодня ставят, но, к сожалению, сегодня в российском опыте и в Советского Союза не было такого, чтобы целые поколения пользовались какими-то льготами. Это речь идет о поколениях советского народа, родившихся до 1935 года, но сегодня ставят даже до 1940 года. Поэтому, по всей вероятности, речь не пойдет о поколениях получения льгот, а речь пойдет о той категории населения, которые были детьми и испытывали определенные сложности. Это дети, сироты войны или еще какая-то категория. Вот поэтому на уровне федеральном, в том числе, вопрос обсуждается, и мы такие предложения вносили. А что касается поголовного установления льгот, такой вопрос не рассматривается. Но сегодня я всех якутян, и особенно участников войны, ветеранов тыла, поздравляю с этим прекрасным праздником, прекрасным весенним. Мы гордимся тем поколением, которые принесли нам победу, свободу, побеждая фашистскую Германию. И сегодня нынешнее поколение отдает дань уважения и всегда с таким одобрением, с таким энтузиазмом, с таким патриотизмом этот праздник встречаем каждый год. И, конечно, насколько возможно, руководство республики, местные органы власти делает все возможное, чтобы наши ветераны всегда были в центре внимания. И сегодня, накануне 70-летия юбилея, мы все-таки еще раз возвращаемся к тем нашим истокам, которые связаны с этой великой победой, и стараемся сегодня запланировать те мероприятия, которые в следующем году должны запомниться всем, в том числе и не только ветеранам, но всем якутянам, чтобы мы и дальше продолжали свое такое уважительное отношение к своей истории, к своим великим победителям. Слава городу-герою Ленинграду!
по мужеству сродни. Волхою, ағадай тут. Помните, через века, через года, помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните, не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, каждой секундой, каждым дыханием будьте достойны. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какою ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните. Мы головы склоняем перед браком тех, кто в земле покоится. Algınıllahın, oğum bütünün, olanla bilbidim. Петливо смогают ветераны тыла, народные депутаты Республики Саха-Якутия. Павших героев, но и размышляем о настоящей жестокой войны. Молодые солдаты, Вечная слава. Вспомним всех поименно, горем вспомним своим, да и прямо погибших в борьбе. вечная память жертвам Великой Отечественной войны. Дорогие друзья, разрешите пожелать нашим ветеранам крепкого здоровья. Это самое главное, что сегодня им нужно. Я благодарю наших ветеранов города Якутска за тот огромный труд, который они и сегодня делают во имя воспитания патриотизма нашей молодежи. И наша молодежь на это откликается. Позавчера здесь была акция «Свеча памяти», и 12 тысяч, в основном молодых горожан, пришло, чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне. А это значит, что память об этой великой победе, об этой великой войне всегда будет жить в наших сердцах. И я уверен, что пока есть наша страна, есть наша республика и наш Якутск, память об этой победе всегда будет в самом святом месте в наших душах. С великим праздником вас, с Днем Победы! Уруй! Ай-хау! Товарищ полковник, военно-политическое жители, честь победы советского народа в Великой Отечественной войне построен. Докладывает полковник Спиридов. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 59-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне! Республики Саха-Якутия несет лейтенант полиции, командир отделения ОМОН Министерства внутренних дел по Республике Саха-Якутия Максим Колодесников. Парадным командным парадным расчетом начальник измерительной пунктовой второй части 14-129 подполковник
Будущее нашей республики. Воспитанники Якутской кадетской школы. Колонну возглавляет старший офицер-воспитатель, майор кадетов. Иван Петров, флаг Федеральная служба судебных приставов, несет судебный пристав Альберт Арзман. На марше студенты Якутского федерального юридического... Помощник по режиму Алексей Чепский, знамя Якутского института. Слово смотра строя и песни, военно-патриотические классы общеобразовательных школ города Якутска. Формировать в молодом человеке гражданские активные, социально значимые качества. Военно-патриотическое шествие завершает звонный оркестр Государственной филармонии и Высшей школы музыки Республики Саха